наступил самый радостный праздник для всех христиан по всему миру – Пасха. И сегодня тут в доме старовера мы испечем настоящий семислойный пасхальный кулич. Это не очень такая распространенная еда, поэтому мы и хотим, чтобы люди все-таки не забывали про такой кулич. И мы сегодня покажем, как это все-таки печь. И что для этого надо делать, чтобы он получился красивый и вкусный, и настоящий пасхальный. Первым делом надо растопить печь, потому что без настоящей русской печи ничего не получается. Хотя вы, конечно, дома можете в электрической или газовой печи тоже печь, но мы попробуем все-таки по-настоящему кулич печь. Для кулича, конечно, нам нужно очень хорошее, жирное, вкусное, свежее молоко. И для этого у нас есть тут козочки, которых я буду сейчас стоить, чтобы получить для теста молоко. Начнем тесто делать. Сначала берем хорошее, свежее молоко, которое должно быть при комнатной температуре. Не холоднее и не теплее. Теперь возьмем дрожжи, растворяем здесь в молоке 800 грамм сахара. И теперь добавляем немножко муки, чтобы получилась консистенция, как примерно консистенция сметаны. Это называется такое предварительное тесто, которое потом надо оставлять на 15 минут. И потом уже добавляем остальные компоненты. Если останутся маленькие такие комки, ничего страшного, потому что все равно будем потом руками мешать тесто. После 15 минут мы можем добавлять остальную муку. Нужно 2 килограмма муки. Но, в принципе, это можно посмотреть, может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Это зависит от консистенции. И тут у нас еще растопленное масло, которое мы тоже сюда выливаем. Оно должно быть не очень горячее. Ну и, конечно, не надо ждать до вечера, чтобы она остыла. Чуть-чуть ванильного сахара, чтобы было еще вкуснее. И дальше будем мешать. 6 яиц. Чем желтее, тем лучше. Если они будут деревенские яйца, это еще намного лучше будет. Тесто получается очень желтое, красивое, и вкус будет совсем другой. Потом еще добавляем муку, сколько надо. И, в принципе, скоро можно оставлять тесто на 1 час подниматься. И еще забыла одну маленькую ложечку, чайную ложечку соли. Тесто должно быть как для булки, но слаще и немножко, может быть, и мягче. Теперь тесто поднималось достаточно. Немножко оставим еще на 5 минут где-то и вынимаем из печки угли. Тесто у нас получилось очень красивое. Видно, что хорошо поднялось. Хорошее такое воздушное тесто. И теперь надо это тесто разделить на 7 частей. Вот тут первый такой колобочек, это самый маленький. Потом чуть больше. И теперь 2 самых больших. Самый нижний слой, конечно, самый большой. И потом
следующее, и следующее, и следующее. Получается, как такая лесенка. И теперь дадим немножко еще им подниматься здесь. И будем раскатывать. И класть их друг на друга. Теперь мы уже раскатывали первый этаж. Немножко первый этаж тоже скоро поднимается. Но чтобы было еще вкуснее, мы еще намажем яйцом. И так делаем со всеми слоями. Между слоями мы помажем яйцом. И потом сейчас покажу, что еще будем делать. И сейчас еще, смотрите, у нас тут изюм. Большой красивый изюм. И у нас тут еще разные сукаты. Тут есть и ананас, и апельсины, и абрикосы, и даже сушеная клубника есть у нас тут. И примерно такой должен получиться кулич. Тут у нас сверху еще написано «Христос воскресе». Буква Х и буква В. И смотрите, действительно 7 слоев, 7 этажей. По-моему, достаточно красиво получился. Здесь еще видно, что изюм и сукаты выглядывают. 15 минут прошло. Смотрите, кулич стал еще больше. И теперь пора в печь поставить. Конечно, вы дома можете в электрической или газовой печи выбирать температуру. И сначала надо горячую температуру, а потом чуть меньше. Но у нас тут одинаковая температура. И надеемся, что все получится. И теперь оставим где-то на час в печке наш кулич. Вот такой кулич получился. Мне кажется, очень красивый. И жаль, что нельзя передать запах словами. Это просто такой изумительный запах. И сейчас приглашаю всех к столу. Христос воскресе!